Дорогой сын, дорогая дочь, подойди и посиди рядом со мной на минутку. Сегодня у меня есть много сообщений, которыми я хочу поделиться с вами. Обратите внимание и запечатлейте эти слова в своем сердце, ведь они предназначены специально для вас. Я знаю планы, которые я построил на тебя, детка, детка. Это проекты процветания и обнадеживающего будущего. Благословения, которые я приготовил для вас, превосходят любое ваше воображение или мечту. Воистину, глаза не видели, уши не слышали того невероятного, чего желаю совершить в тебе для славы моей. Однако эти обещания устраивают не всех, моего сына, мою дочь. Они сохранены для верных, для тех, кто остался верен мне в трудную минуту, для тех, кто не отвернулся перед лицом искушения, но остался тверд в моей истине. Слушайте внимательно, ибо я подтверждаю то, что уже сказал вашему сердцу. Знайте, что я призвал вас стать каналом моих финансовых благословений, помазывая вас вливать ресурсы в мое королевство. Речь идет не о накоплении сокровищ для себя, а об отвоевании территорий у врага. Финансовые благословения будут высвобождены такими добровольными инструментами, как вы, теми, кто правильно распорядится богатством и вернет его на дело Господа. Я, конечно, начал благословлять вас. Возможно, ты этого не видишь, но моя сверхъестественная благосклонность к тебе. Я увеличил ваши дары и расширил ваши способности. Вдохновленные Богом идеи, которые я дал вам, уже шаг за шагом приносят плоды, и если вы следуете моему плану и подчиняетесь моим конкретным инструкциям для вашей жизни. За то, что ты искал меня прежде всего не за земными богатствами, но в погоне за мной, все это прибавилось тебе и еще прибавится тебе. Выразите свою уверенность, оставив в комментариях «Получено, сэр». Вы, наверное, замечали, что окружающие замечают очевидные блага в вашей жизни. Даже люди, которые меня не знают, удивляются тому, что я делаю. Моя рука на тебе, и моя слава открывается через тебя. Ты стал свидетельством моей благодати, мой сын, моя дочь. Я использую тебя, чтобы свидетельствовать о моей доброте и силе. И поскольку побуждения твоего сердца остались чистыми, сосредоточенными на вечных вещах, а не на земных выгодах, я могу продолжать доверять тебе все больше и больше. Вы прошли тест на процветание и хотите использовать его альтруистически, чтобы помогать другим. Эта нужда приносит радость моему сердцу. Мой драгоценный сын, моя драгоценная дочь, твоя щедрость побуждает мою руку распространять еще большие благословения. Как я благословил Соломона огромным богатством и честью за то, что он ищет мудрости вместо богатства, так я благословлю и тебя за то, что ты прежде всего ищешь моего царства. Теперь перед вами открываются новые двери возможностей. Налаживаются связи, создаются сети влияния и богатства. Это все часть моего божественного плана для вашей жизни. Держитесь рядом со мной, чтобы четко отличать мои истинные предложения от подделок врага. У меня большие планы на тебя, мой сын, моя дочь, чтобы ты не только процветал, но и проявлял через тебя мою славу. Я веду вас в комнаты влияния, куда вы никогда бы не смогли добраться в одиночку. Ваши дары и таланты прокладывают путь среди богатых и влиятельных людей. Не будьте высокомерными, но будьте смиренными и благодарными. Будь хорошим распорядителем всего, что я тебе доверил,
и никогда не забывай воздавать мне хвалу и честь. Ничего из того, что вы имеете, не было достигнуто вашими собственными силами или способностями. Но это происходит через мой дух, потому что именно я даю вам силу приобретать богатство. Я владею скотом в горах, все серебро и золото принадлежат мне, и я решил направить эти ресурсы через вас для достижения своих божественных целей в эти последние дни. Будьте осторожны, потому что финансовый прирост, который вы получите, будет внезапным и быстрым. Однажды вы окажетесь там, где находитесь сейчас, и, казалось бы, в одночасье все изменится. Вот как я работаю, когда решаю действовать. Благословение постигнет вас, и я буду изливать свою благосклонность до тех пор, пока она не переполнится. Там не хватит места, чтобы вместить все, что я тебе даю. Не бойтесь и не отступайте, когда представится возможность. Двигайтесь вперед смело и уверенно, зная, что я пошел впереди вас, чтобы приготовить путь. Доверяйте только моему руководству, потому что враг попытается отвлечь и обмануть вас. Он не хочет, чтобы мое королевство развивалось благодаря таким скромным и самоотверженным слугам, как ты. Подождите его реакции, но не бойтесь. Просто слушай мой голос, он ведет тебя. Будьте бдительны и осведомлены. Принеси мне все предложения и возможности сначала в молитве. Если на то будет моя воля, я подарю тебе сверхъестественный мир и утверждение в твоем духе. Не будет никаких сомнений или растерянности, только энтузиазм и чувство уверенности. Подтверждая эту возможность партнерства, пожалуйста, двигайтесь вперед, основываясь на моем времени и направлении, а не на вашем понимании или желаниях. Это позволяет вам общаться с нужными людьми и открывать нужные двери. Не пытайтесь форсировать события своей силой или мудростью. Будьте чувствительны к направлению моего ума на каждом этапе пути. Вместе мы добьемся большего, чем вы себе представляете, ведь это финансовое благо не будет в малых количествах. Мой сын, моя дочь, я Бог. Более чем достаточно, и я намерен изливать это изобилие до тех пор, пока оно не переполнится. Если вы к этому готовы, выразите это в комментариях, написав «Я готов, Господи». Кто-то может задаться вопросом, почему я дарую своим последователям такие экстравагантные благословения. Ну, это потому, что по твоей воле я могу показать свою славу миру, попавшему в ловушку тьмы и отчаяния. Подобно маяку на холме, свидетельство о том, что я могу сделать через полностью преданного и доверчивого ученика, будет ярко сиять. Это привлечет внимание людей и направит их к источнику истинного богатства, которым является я. Ваша жизнь служения, наполненная сверхъестественными благословениями, которые невозможно объяснить или сдержать, привлечет множество людей искать того же Бога, которому вы служите. Люди будут спасены, освобождены и освобождены, потому что вы осмелились поверить, что мои обещания были правдой. Вы высказались и позволили мне мощно использовать это для развития моего королевства. А драгоценный сын, драгоценная дочь, ты даже не представляешь, какое влияние я планирую оказать твоей послушной жизнью и добрым сердцем. Награды, которые ждут вас в вечности, поистине непостижимы. В то время как другие накапливают богатство и живут жизнью,
сосредоточенные на себе и комфорте, их радость и удовлетворение приходят от того, что всемогущий Бог использует их для преобразования их жизни сейчас и на всю вечность. Это приносит мне невероятную радость. Так что не утомляйся и не падай духом, сын мой, дочь моя. Ожидание подходит к концу, засушливый сезон подходит к концу. Я собираюсь излить благословение настолько экстравагантное, настолько необычное, что оно оставит вас изумленными и изумленными. Подобно тому, как Издра вывел людей из рабства в землю обетованную, так и ты поведешь многих от отчаяния к надежде, от нехватки к изобилию, от тьмы к моему славному свету. Да, это финансовое благословение потребует значительных объемов золота и серебра. Я, держащий в своих руках письменность земли, услышал крик вашего сердца и ваше желание изменить ситуацию в этом падшем мире. Истинно говорю вам, грядет великая жатва душ. Мой дух изольется по всей земле, как никогда раньше, и пробуждение требует ресурсов, сын мой, дочь моя. Для этого нужны преданные и щедрые христиане, которым вы можете доверять в правильном управлении средствами. Тех, кто использует их мудро и вкладывает в воспитание учеников до того дня, когда я вернусь. Ты будешь очень полезен в этой жатве последнего времени, драгоценный сын, драгоценная дочь. Держите взгляд сосредоточенным только на мне. Я остаюсь смиренным и чистым, свободным от жадности, гордости и зависти, поскольку я предпочитаю благословлять других. Радуйтесь, когда благословляется брат или сестра во Христе, на благо всех вас. Сохраняйте божественную целостность посреди роста. Поступайте мудро, принимая решения, держа свое сердце близко. Ищи мою волю превыше всех земных желаний. Продолжайте служить и давать с радостным и благодарным сердцем. Мой драгоценный сын, моя драгоценная дочь, как я люблю тебя и радуюсь за тебя. В следующем сезоне вас ждут великие дела для моего королевства. Да, финансовое изобилие уже на подходе, и оно будет колоссальным. Однако сосредоточьте свой взгляд на истинной награде, исполнение своего предназначения и прославление через дары и таланты, которые я вложил в вас. Говоря о славе, прежде чем мы продолжим, прославьте себя в комментариях, написав мощное «Слава Богу». Оставайся рядом с моим сердцем, там ты найдешь приют и покой для своей души. Оставайся в моей любви, которая поддержит тебя во всем, что грядет. Во мне этого полностью нет, твоего кормильца, твоего источника, твоей силы. Я заставлю реки течь в пустынных местах, я превращу пепел в красоту, я принесу радость туда, где когда-то была только боль, и я принесу победу туда, где я вкусил поражение. Ты собираешься войти в новую сферу влияния и расширения, сын мой, дочь моя. Мне нужны доверенные управители, чтобы управлять предстоящим потоком ресурсов и благословений. Будьте верны тому, что я доверил вам до сих пор, чтобы я мог еще больше расширить ваши пределы. Прославляйте и почитайте мое имя в каждом решении и вложении. Постоянно ищите моей мудрости и руководства. Займите свое законное место сына или дочери Всевышнего Бога. Проявите смелость и мужество, чтобы проявить во мне свою индивидуальность. Говорите правду против лжи и искажений врага. Всегда будь мне путеводителем, когда поступишь в праведности, с чистыми руками и чистым сердцем. Я продолжу продвигать это и открывать двери,
которые могу предложить только я, небо действительно является пределом, пока вы остаетесь твердо укорененными во мне, в вашем источнике и сильной башне. Вместе мы добьемся большего, чем вы смеете мечтать. Так что готовься, сын или дочь Бога. Путешествие будет невероятно интенсивным. Приготовьтесь к волне сверхъестественных благословений и милостей, которые уже на горизонте. Это только начало, мой любимый, мой любимый. Я видел крики твоего сердца, я знаю невзгоды, с которыми ты столкнулся, и раны, которые остались незамеченными. Я вижу, как невзгоды пытались ожесточить твое сердце, но слои ждут мягкости, которую я вложил в тебя. Упорство, приобретенное за годы адаптации и выживания, не определяет вас. Я также вижу в тебе силу и упорство, которые не позволяют трудностям затмить свет. Я вижу красоту, чудо и неиспользованный потенциал, ожидающий раскрытия. Я не хотел, чтобы ваш свет оставался скрытым под слоями защиты, блокирующими его. Пришло время вступить на новый путь исцеления. Я буду твоим прибежищем и убежищем. Вместе мы восстановим основы доверия, правды и любви. Могу ли я рассчитывать на тебя в этом? Если да, то мой сын, моя дочь, докажи это в комментариях, написав «Рассчитывай на меня, Господи». То, что должно было причинить вам вред, станет свидетельством искупления. Шрамы останутся, но даже они будут искуплены. Приходите ко мне, когда воспоминания о прошлой травме кажутся невыносимыми. Позвольте мне сказать слова утешения, сострадания и исправления, если необходимо, добрые. Я подтвержу твой зов и помогу разобраться в переживаниях, которые казались бессмысленными. Вместе мы распутаем неразбериху, обжалуем ошибочно вынесенные против вас приговоры и восстановим то, что обстоятельства украли у вас. Не изолируйте себя, позвольте другим говорить о процессе исцеления. Будьте проницательны, но признайте, что избегание также блокирует действие. Двигайтесь с теми, кто постоянно указывает вам на меня. Фундаментальным союзником на этом этапе вашего пути будет молчание, культивируемое посредством духовной дисциплины молчания, одиночества и простоты. Молитвенные позы, такие как размышление над моим словом, эти спокойные привычки должны усиливаться по мере уменьшения волнения. Спешка губит души, но не искупает их. Кому-то такая смена приоритетов может показаться слабостью, но она высвобождает потоки сверхъестественной силы. Те, кто понимает эти священные ритмы, поддержат вас. Опирайтесь на них и мягко перенаправляйте скептиков обратно к моему свету. Помните, ваши предыдущие версии тоже этого не понимали, пока вы не нашли мою любовь. Идя по этому более узкому пути дисциплинированно и последовательно, вы встретите других, желающих следовать своим собственным путем. Некоторые будут цепляться за вас в надежде сократить свой путь. Не каждый, кто начнет, будет упорствовать с вами до конца. Некоторые уйдут, но вернутся позже. Управляйте своими ожиданиями, оставляя дверь открытой и защищая достигнутый вами прогресс. Продолжайте инвестировать в тех, кто постоянно меняет свой курс, когда сбивается с курса. Не каждый может вынести цену ученичества, необходимого для того, чтобы у моего народа были заслуживающие доверия лидеры. Вы узнаете, что вступили на новые территории, когда почувствуете, что преодолели определенные душевные связи,
которые служили вам в прошлом. Чтите то, что вы приобрели благодаря этим связям, раздавайте частички своего сердца, переплетающиеся с ними, вверяя этих людей моей заботе. Пожелайте им всего наилучшего с сердечной любовью, пока я буду вести вас по пути, призванному стать катализатором вашего уникального призвания. Этот процесс расширяет вашу способность сдерживать сложности и парадоксы. Вы будете говорить и жить смело, при этом сомневаясь в себе больше, чем полагают наблюдатели. Вы будете идти с уверенностью и силой, сохраняя культивируемое смирение, основанное на осознании вашей полной зависимости от меня. Когда вы задаетесь вопросом, стоят ли дорогостоящие инвестиции, учитывая такой короткий срок на Земле, помните, что я с вами, направляю и укрепляю вас. Помните, что земные измерения не могут полностью отобразить более широкую картину. То, что здесь может показаться потерей, может представлять собой значительную выгоду в более широком контексте. Избегайте ложного чувства выполненного долга. Примите переход от трансформации к дальнейшему росту. Пусть эти слова захлестнут вас, как волны, разрушающие барьеры, которые когда-то казались необходимыми для выживания. Позвольте этим идеям работать внутри вас, пробуждая и утверждая то, что вы всегда знали глубоко внутри. Знай, что тебя признают и любят как моего сына, мою дочь. Будьте в безопасности со мной, ибо вы дома, а дом — это то, где вы живете, осознавая мое присутствие. Если вы чувствуете эту безопасность, поделитесь ею в комментариях, сказав: «Бог – моя сила». Я вижу вас, мои дети, и знаю о ваших трудностях. Я вижу, как им было обидно, но, что удивительно, в их сердцах не было горечи. Вы продолжали идти по узкому пути, и теперь обстоятельства меняются. Я верну то, что было у тебя отнято, и твои враги изумятся, увидев, что ты процветаешь на земле, которую я приготовил. Не хвались его падением, но прояви ту же милость, которую я оказал тебе. Поймите, что пока вас преследовали и издевались, я был с вами на каждом этапе пути. Не отвергайте тех, кто в отчаянии обращается за помощью. Покажи им ту же благодать, которую я дал тебе. Может быть, тогда их глаза откроются, и они увидят, кто я на самом деле. Для тех, кто заботится о своих семьях, особенно о детях, помните, что я ищу заблудшую овцу. Отдайте мне своих детей, ибо они всегда принадлежали мне, и я закончу то доброе дело, которое начал в них. Концентрироваться. В судьбу, которой я призвал тебя, и я верю, что, когда придет время, я верну тебя ко мне. Многие из вас развили свои духовные дары и собираются взять на себя новые обязанности. Враг попытается сорвать мои планы, но его попытки потерпят неудачу. Я даю вам божественные стратегии и веду вас по путям, неизвестным вашим врагам. Не беспокойтесь о тех, кто преследует вас, держите глаза перед собой. Я поднимаю вас, увеличивая вашу способность получать безмерные благословения. Процветание естественным образом придет к тем, кто выполняет свою божественную миссию. Оставайтесь со мной и позвольте мне руководить каждым шагом. Я верну все, что у тебя отобрали. Все вещи, которые по праву принадлежат вам. Я восстанавливаю годы, которые были поглощены препятствиями, и слезами награждаю тебя за все семена, которые ты посеял. Однако вы действительно верите в то, чем я делюсь. Если да, выразите это в комментариях,
заявив о своей вере, сказав: «Я верю, Господь». Если ты останешься в моем слове и в моем присутствии, никакое испытание не устоит перед тобой, никакое препятствие не откроет твой путь, и никакой противник не одолеет тебя. В вашем распоряжении небесные армии. Я проложу тропы в море, где не видно дороги. Во времена давления со всех сторон воззови ко мне и смотри, как я открываю небеса, и земля дрожит под твоими ногами. Мои ангелы пойдут впереди тебя в битве, и победа за мной. Вам не нужно будет и пальцем пошевелить против ваших врагов, ибо мои ангелы прогонят их и установят щит вокруг всего, что я дал вам. Однако крайне важно сохранять непоколебимую веру, отказываясь поддаваться грузу старых представлений, которые предполагают, что этот уровень благословения недостижим. Поверьте, я делаю в вас что-то новое. Приготовься к изобилию, которое обрушится на тебя, сын мой, дочь моя. Будьте тверды в слове моем, ибо оно свет на вашем пути. Смело идите вперед, потому что я с вами, направляя каждый шаг вашего пути. Слава Богу за планы, которые Он имеет на вашу жизнь. Это недоступно. Вы должны сломать ограничивающие убеждения, передающиеся по вашей линии и блокирующие поток изобилия. Старые бурдюки не могут вместить то, что я вливаю в этот новый век. Поэтому будьте намерены в изменении своего образа мышления и восприятия Царства. Позвольте мне перестроить то, как ваш разум обрабатывает духовные вопросы, ежедневно обновляя ваш разум моим словом. Прежде всего, сохраняйте уверенность в своих силах, даже когда обстоятельства кажутся противоречивыми и возникает противодействие со всех сторон. Я Бог, разделяющий океаны словом. Я говорю, и ангелы спешат выполнить мой приказ. Небеса поддерживают каждый мой указ. Так что смело соглашайтесь с тем, что я сказал о вас. Согласуйте свое признание с моим словом, независимо от того, что видят ваши глаза. Пусть ваша вера ревет. Я радуюсь вере, которая твердо стоит в моих обещаниях, даже в бурю. Многие из вас рассматривают этот новый век как точку перезагрузки и перестройки. Первые месяцы Нового года по-прежнему будут временем перекалибровки, стратегического позиционирования и завершения старых сезонов. Однако уже с первых месяцев вы заметите быстрый рост, прилив. Проекты внезапно начнут развиваться, двери возможностей широко распахнутся, ключи подключения появятся из ниоткуда, ускоряя ваш прогресс. Сейчас в воздухе витает божественный ветер ускорения и благосклонности, который достигнет тех, кто был верен, экспоненциально продвигая их на новые уровни влияния. Все произойдет быстро, и очень важно, чтобы вы были готовы. Вот почему я призвал многих из вас навести порядок в своем доме, оптимизировать свою деятельность, устранить беспорядок, погасить долги, разорвать токсичные связи и навести порядок в своем доме, устранив отвлекающие факторы. Когда я открываю шлюзы вашей жизни, я не хочу, чтобы вы были обременены или привязаны к прошлым временам года. Есть люди, которые требуют ускорения и продвижения по службе, но прежде чем вы поторопитесь, я должен заверить вас, что вы справитесь с более высокими уровнями власти и благословений честно и мудро. Некоторые из вас прошли через огонь, были сломлены, чтобы я мог восстановить вас изнутри как королей и королев, отражающих мою природу и характер.
Я доволен тем, как вы позволили мне очистить ваши мотивы, искоренить вредное мышление и дать вам возможность служить в испытаниях. Отныне я буду вознаграждать вашу стойкость и настойчивость, продвигая вас к долгожданному повышению. И если вы уже благодарны мне за это, выразите свою благодарность в комментариях, написав сердечное «Спасибо тебе за все, Господи». Продолжительность его сезона в пустыне определила масштаб предстоящего восхождения. Ваши испытания подготовили вас к росту в предстоящие месяцы, и вы услышите свидетельства о моей доброте, которые найдут отклик во всех странах. Моя слава проникнет во все сферы общества, средства массовой информации, экономику, правительство, образование и семью. Я переношу мое царство в новые измерения, и на вас обрушивается идеальный шторм. Внезапность, о которой я говорил многим из вас, начнет быстро проявляться, и я продолжу экспоненциально ускорять продвижение царства в ближайшие месяцы. Мир будет восхищаться скоростью и интенсивностью моих движений, восхищаясь тем, что я делаю через своих людей. Знамения, чудеса и массовые спасения. Пророческие слова исполняются в ускоренные сроки. Я разрушаю границы и использую могучее оружие моего небесного арсенала, чтобы свергнуть вражеские лагеря. Мир стонет в ожидании моего проявления. Все творения с нетерпением ожидают откровения моих старцев, которые прольют реки живой воды для исцеления и восстановления. Этот год был трудным и болезненным на многих фронтах. Я обрезал засохшие ветви, вырывал корни гордыни, обнажал скрытые грехи и сносил памятники, воздвигнутые в моем храме. Однако это открыло путь к беспрецедентному расширению королевства. Огонь этого года принес чистую, неразбавленную силу и авторитет. Я ищу тех, кто будет управлять новой эпохой с рвением и страстью, проживая каждое мгновение как преданные посланники, представляющие мои интересы на земле. Я ищу приверженность, решимость и настойчивость, которая не поддается давлению. Путь к продвижению не для слабонервных, а для полностью преданного любовника, готового заплатить любую цену, чтобы мое королевство утвердилось во всех областях. Я инвестирую в духовных предпринимателей, которые пробудят города принципами царства и реформирующими истинами. И если говорить нетрадиционно, то открываются божественные источники мудрости о том, как реформировать разрушенные экономические, образовательные и правительственные системы. Языки огня на их устах провозглашают решение. Те, кто сидит у моих ног и обитает в тайном месте, получат доступ к жизненно важной небесной мудрости, чтобы с мастерством и изяществом исследовать неизведанные территории королевства. Божественные сигналы даются для установления божественного проявления Эдема во всех сферах жизни общества. Я готовлю пионеров, которые будут бежать терпеливо и твердо, не отклоняясь ни влево, ни вправо от моих приказов и призывов. Они вторгнутся в пространство влияния с моей любовью и разрушат мертвые системы моим светом. Я больше не прячусь, я инвестирую в реформаторов, чтобы вернуть территории, которые враг пытался изолировать от моего влияния. Священный огонь горит, когда я посвящаю себя делу создания королевства. Я счастлив и сердце радуется, когда ты берешься за долгожданные задачи, для которых ты создан. Знай, что я очень тебя люблю и никогда не устану тебе говорить. Дорогие сыновья, дорогие дочери, если вы тоже меня любите, выразите свою любовь в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господи».
Как прекрасны ноги посланников, возвещающих, что король уже на своем троне и что царство пришло. Ложные утверждения и ложные ярлыки удаляются, и истинная личность раскрывается. Божественные планы раскрыты, даны мантии правительства и ключи к власти королевства. Появляются моменты замыкания петли, оправдания и долгожданного правосудия. Я занимаю свое законное место над городами и странами, поручая своим лидерам поддерживать огонь возрождения и реформации на огромных территориях. Сопротивление лишь подтвердит, что вы развиваетесь в мое время. Прорыв за прорывом будет происходить по мере того, как вы выйдете в новый век и будете ходить с моим духом. Проявляйте победу и благословение царства, которые будут достигать вас до вашего поражения. Оставайтесь в своем тайном месте общения со мной, и мир будет с удивлением наблюдать за благосклонностью и взрывным действием на моих близких. Даже если насмешники попытаются принизить и подорвать мою армию последних времен, не слушайте их. Оставайтесь твердо уверенными в том, что мое слово говорит о вас. Не отвлекайтесь на споры и дебаты с теми, кто отвергает истину. Не тратьте время, пытаясь убедить их. Смело выдвигайте то, что я сказал. Их аргументы могут показаться логичными, но они полны неверия и плотских рассуждений. Они не могут понять пути, по которым они идут, потому что им нужно мое руководство. Однако внутри тебя есть небесное помазание, которое открывает тайны моего сердца. Вам не нужно человеческое одобрение или согласие, чтобы следовать тому, что я определил для вас с начала этого века. Оставайтесь скрытыми внутри меня, вдали от несогласных голосов, и я продолжу раскрывать свои прозрения и мудрость, чтобы встретить предстоящие дни. Я дам вам средства для преодоления невзгод, предложив решения, которые превратят атмосферу отчаяния в гарантированные победы для тех, кто доверяет мне. Дорогой, сынок, дорогая дочь, если ты входишь в эту группу, отпразднуй вместе с нами в комментариях, выразив горячую хвалу Богу. Возлюбленный сын, любимая дочь, мои слова несут в себе суть духа и жизни. Пусть они принесут вам ободрение, укрепление и поддержку для достижения еще более высоких уровней веры и близости со мной. Будьте уверены, что вы вполне способны сдержать все обещания, которые я вам дал. Я постоянно действую от вашего имени, преобразуя каждый аспект вашей жизни к лучшему. Продолжай искать меня всем своим сердцем. Фактически, в этом сообщении мы подошли к решающему моменту, когда вы можете искать со мной интимной связи. Вот почему, сын мой, дочь моя, теперь еще больше сосредоточь свой взор на мне, с душой, переполненной верой. Повторите вместе со мной следующую молитву, в которой я буду вашим проводником, а Небесный Отец, неисчерпаемый источник мудрости и любви, мы приближаемся к Тебе в этот священный момент, осознавая величину Твоего присутствия в нашей жизни. Вы Альфа и Омега, Творец небес и земли, и мы смиренно склоняемся перед Вами. Мы благодарим Вас за пророческие слова, которыми Вы поделились с нами, и с благодарностью принимаем ответственность и честь считаться с работниками Вашего Королевства. В минуты общения с Вами мы взываем к более глубокому поиску, надеясь, что каждое слово, посеянное в наших сердцах, будет подобно семени, которое падает на плодородную почву, прорастая и принося плоды для Вашей славы.
Пусть Святой Дух, наш наставник и утешитель, приведет нас к полной покорности, согласовав нашу волю с вашей суверенной волей. Точно так же, как мы учимся ускорению и продвижению по службе, это позволяет нашему духовному путешествию быть отмеченным продолжающейся трансформацией. Давайте сломаем наши старые парадигмы о Боже и позволим себе облачиться в одежды власти и развлечения, которые Ты приготовил для нас прежде основания мира. В это время перекалибровки и стратегической перестройки очистите наше сердце и умы, удалив любые остатки гордости, эгоизма или страха, которые могут затмить наше ясное видение вашей цели. Мы хотим быть настоящими первопроходцами, идущими с выносливостью и преданностью, цепляясь за ваши заповеди и призвания, продвигаясь вперед в этот новый век. Мы молимся, чтобы сверхъестественная ясность осветила путь перед нами и позволила нам распознать вашу волю. Во времена сомнений позвольте нам ясно услышать ваш голос, подтверждающий направления, которые нам нужно следовать. Пусть наш путь будет отмечен обильной благодатью, дающей нам возможность распространять эту благодать на других, даже на тех, кто не понимает, что вы делаете в нашей жизни. Пусть мир, превосходящий всякое понимание, направляет наше сердце и умы, позволяя нам твердо стоять перед лицом испытаний, которые могут возникнуть. Мы продолжаем прятаться в Тебе, Господь, стремясь углубить наши отношения с Тобой по мере продвижения к следующим шагам Твоего плана. Мы молимся о еще более глубоких откровениях, веря, что Вы наш верный поставщик и наставник. Двигаясь вперед по божественному календарю, мы понимаем, что впереди нас ждут времена ускорения и продвижения по службе. Благословенные благодеяниями, изливающимися на нас, мы смеем верить, что Твоя верность, как небесная мантия, окутает нас, вознося к исполнению цели, которую Ты предназначил для каждого из нас. Мы признаем, Боже, что время жатвы близко. Подобно тому, как мы сеем в слезах, мы верим, что пожнем с радостью. Пусть семена праведности, посаженные в землю, приготовленную Твоей рукой, процветают в изобилии. Пусть обещания процветания и надежды, которые Вы воплощаете, сбудутся в нашей повседневной реальности. Господь, как Ты называешь нас реформаторами и влиятельными людьми, мы молимся о необходимом помазании. Дай нам, Отец, божественную проницательность, чтобы определить место нужды и отчаяния в нашем обществе. Пусть мудрость свыше направляет наши действия, позволяя нам проявлять Твое Царство во всех сферах жизни. Готовясь взять на себя роль лидера, пусть пример смирения и служения Господа нашего Иисуса Христа всегда будет перед нами, когда мы занимаем влиятельное место. Давайте не забывать мыть ноги тем, кому мы служим. Пусть наша власть будет наделена любовью и состраданием, отражающими природу Бога, которому мы служим. Господь, мы просим Тебя расширить горизонты, которые мы знали до сих пор. Пусть предсказанное божественное ускорение ясно проявится для нас не только в нашей личной жизни, но и в сообществе, которое мы составляем. Дайте нам возможность быть каналами благословения, распространяя щедрость и любовь, куда бы мы ни пошли. Проходя через времена года, которые Вы в Своем суверенитете определили для нас, мы молимся за сердца, которые открыты и восприимчивы к Вашей воле. Что двери, которые Вы открываете, никто не может закрыть, а двери, которые Вы закрываете, никто не может открыть. От Вашего имени мы представляем Вам наши мечты, наши стремления и наши действия.
Господь, когда мы смотрим на горизонт Твоего славного проявления, усиленные обещаниями ускорения, продвижения и преобразующего влияния, мы доверяем Тебе. Да будет воля Твоя в нас, как на небесах. Дорогой Бог, готовясь двигаться вперед в периоды времени, обозначенные Твоей вечной мудростью, мы призываем Твое присутствие, чтобы направлять каждый наш шаг. Мы знаем, что путь к вознесению и ускорению часто проходит через темные долины и крутые горы. Поэтому мы молимся, чтобы Ваш свет осветил путь перед нами. Пусть Твое Слово будет светильником для наших ног и светом на нашем пути, указывая шаги, которые мы должны предпринять в каждый момент. Даруй нам, Боже, проницательность, чтобы понимать знамения Духа Твоего. Пусть наши уши будут внимательны к Твоему сладкому голосу, а наши сердца будут открыты для получения наставлений, исходящих от Твоего присутствия. Позволь нам различить среди множества голосов, требующих нашего внимания, чтобы мы могли следовать путем, который Ты проложил для нас еще до основания мира. Господь, учитывая возможности, которые представятся, мы просим Тебя о небесной мудрости, чтобы принять решения, прославляющие Твое имя. Пусть Ваш наставник направляет наши шаги в каждом решении, и пусть сверхъестественный мир, превосходящий всякое понимание, охраняет наше сердце и разум во Христе Иисусе. Двигаясь вперед по пути влияния и реформации, мы молимся о сострадательных сердцах, чтобы мы могли видеть таких сломленных, потерянных и угнетенных, как Вы. Дай нам любовь, которая преодолевает барьеры безразличия и побуждает нас действовать во имя справедливости и любви других. Господь, мы знаем, что духовная брань реальна, и именно поэтому мы облекаемся во всеоружие Божие. Дай нам смелости противостоять невзгодам с непоколебимой верой, зная, что Ты с нами. Пусть победа, которую мы одержим во Христе, станет нашей силой в духовных битвах, с которыми мы сталкиваемся. Будьте благодарны и благодарны за все хорошее, что произошло на вашем пути. В вашу жизнь придут еще больше чудес, если вы приучите свои мысли быть благодарными. Воодушевляйтесь богатством и красотой вокруг вас и считайте свои благословения. И, наконец, имейте позитивный настрой и никогда не теряйте надежды. Верьте, что у Бога большие планы на вашу жизнь и что у вас будет много возможностей добиться успеха. Будьте позитивным человеком и открытым всему хорошему, что происходит с вами каждый день. Доверьтесь Божьему плану для своей жизни, сохраняйте надежду и ищите Его руководство. Это принесет радость и удовлетворение в вашу жизнь и подарит вам утешение, когда вы переживаете трудные времена. Скоро начнется новая глава в вашей жизни, и Бог заменит вашу боль, тревоги и проблемы настоящим здоровьем, радостью и спокойствием. Что касается здоровья, отношений, финансов и деятельности, в ближайшие дни вы станете свидетелем заметных перемен. Бог говорит, что Он осыпет вас благами, превосходящими ваше самое смелое воображение. Напишите номер 222, чтобы открыться принятию Его чудесного вмешательства в вашу жизнь. Если вы верите, что Бог обещает вам богатство, здоровье, удовольствие и преображение, освещая ваш путь и направляя вас к жизни, которой вам предназначено жить, тогда уверенно подтвердите, что сегодня я открыт для получения любви в изобилии. Реставрация и богатство, которые по праву принадлежат мне. Чудеса произойдут именно тогда, когда моя семья больше всего в них нуждается, и я всем сердцем поддерживаю их неожиданное выздоровление.
Дорогой Отец, давайте объединимся в молитве, чтобы любить меня несмотря ни на что и исправлять мои ошибки. Я вечно благодарен. Когда моя любовь к Тебе вступает в противоречие с моей любовью к другим, я прошу Тебя простить меня, помочь мне подумать о потребностях людей, которые бросают вызов моей жизни, и показать мне, как удовлетворить их желания так, чтобы это нравилось Тебе. Огромное финансовое благословение уже на пути в ваш дом и безвозвратно изменит ход вашей жизни. Вы можете подумать, что деньги подобны воде. Оно будет просто плавать в вашей жизни и продолжать совершенствоваться. Сегодня вечером, пока вы спите, я могу принести вам ответ на ваши молитвы. Это наверняка будет чудесное событие, которое успокоит ваши тревоги. Это призвание Иисуса, моей дочери, поэтому откройте свое сердце, чтобы принять его. Скоро начнется новая эра свободы, процветания и спокойствия. Я могу дать вам этого достаточно, и тогда вы начнете зарабатывать деньги, настоящий фитнес и успех. Если вы останетесь до конца фильма, вы удивитесь тому количеству денег, которое начнет входить в вашу жизнь. Процветание, хорошее здоровье и неограниченное богатство могут стать вашими до конца месяца. Невероятные преимущества, в том числе невероятные преимущества и замечательные вариации, уже на пути к вам. Ваши процессы, финансы, здоровье и отношения могут чудесным образом измениться, если я внесу изменения в ваш образ жизни. Помогите себе под моим руководством, и я исцелю ваши раны и исправлю ваше финансовое положение. Дорогостоящая божественность ребенка гарантирует вечную радость. Приходите к нему, если вы устали чувствовать себя подавленным, потерянным и безнадежным. Он заботится о вас и хочет осыпать вас благословениями. Кроме того, я молюсь, чтобы наступающий 2024 год был наполнен многими благами. Вы и ваши близкие будете приятно удивлены тем, как быстро вы выздоровеете благодаря экономическому буму и улучшению здоровья перед выходными. Мы можем позаботиться о ваших медицинских счетах и любых непогашенных долгах. Для меня нет ничего сложного, поскольку я обладаю силой творить чудеса. И если вы полностью подчинитесь небесной власти Бога, Он щедро обеспечит вас и вашу семью жизнью с избытком. Моя миссия сегодня – наполнить ваше сердце радостью и заставить вас смеяться до слез. Я понимаю, что жизнь не всегда легка, но обещаю вам, что к концу этой недели вы чудесным образом избавитесь от своих болезней и диеты, даже если это кажется невозможным. Если ты веришь в меня, я найду способ. Знай, что я всегда буду рядом с тобой, когда ты вступишь в этот сезон безграничной любви и множества благословений. В разгар этого изобильного сезона я могу укрепить ваше слабое место, исцелить ваши недуги и восстановить утраченную вами любовь и спокойствие. Никогда не забывайте выразить мне свою вечную благодарность за все, чего вы достигли. Просто знайте, что февраль может закончиться не так, как начался. Несмотря на невзгоды, вы станете более выносливыми, благословенными, уверенными в себе, здоровыми и умиротворенными. Молюсь, чтобы Господь ответил на вашу самую искреннюю молитву при вступлении в 2024 год. Пусть имя Божества Иакова защитит вас от опасностей и обеспечит вашу безопасность. Это сезон обновления, перемен и обильных подарков. По словам Иисуса,
это откроет двери к возможностям, изменяющим жизнь и финансовому богатству. Бедность, нужда и болезнь сковали ваш рост, но я разрываю эти узы. В конечном итоге ваша печаль принесет вам удовольствие, ваши страдания приведут к исцелению, а ваши трудности приведут ко многим благословениям. Февраль и март полны возможностей и преимуществ. Будь то приносящий удовлетворение процесс или финансовое благополучие, я могу благословить вас и вашу семью всем, чего вы пожелаете. На этой неделе вы можете ожидать больших улучшений в своем здоровье, работе, профессиональных отношениях и финансах, а также появление идеального автомобиля или настоящей любви. Я молюсь, чтобы вы вступили во время необычайного изобилия и безграничной любви. Возможно, к вам приближается момент чуда и пользы. Будьте уверены, что следующая неделя будет полна множества радостей, прекрасных моментов, выдающихся людей, благ и необыкновенно отличных результатов. Приготовьтесь проверить свой телефон рано утром, потому что вы можете получить самые неожиданные новости, которые вы когда-либо слышали. Если вы это сделаете, вскоре на вашем пути выпадет много любви, счастья и процветания. Бог устранит ваши проблемы, страдания и болезни, и вы насладитесь прекрасным здоровьем, радостью и душевным спокойствием. Однако прямо сейчас ничто плохое, что произойдет с вами в отношении вашего здоровья, вашего времени, ваших финансов или вашей семьи, не принесет славы Иисусу. Ваше сердце наполнится огромным удовольствием, поскольку любовь, богатство и физическое здоровье переполняют вас. Каждый аспект вашей жизни, включая работу, деньги, здоровье и отношения, значительно выиграет. Вы получите бесконечный дождь богатства, который позволит вам жить в изобилии. Бог активно работает над тем, чтобы превратить ваши неудачи в триумфы. Ты всегда будешь рядом со мной. В большинстве случаев Господь обещает сопровождать. В конце концов, вы сможете насладиться плодами своего труда. В вашей жизни будет много душевного спокойствия, даже в трудные времена. Все, что дьявол украл у вас, можно вернуть, и вы получите множество благ, как никогда раньше в своей жизни. У меня есть для тебя невероятный план. Это может быть свадьба вашей мечты, величайшее достижение вашей жизни или что-то совершенно другое. Подобно тому, кто строит дом на прочном фундаменте, Иисус сказал, что каждый, кто слушает мои учения и следует им, разумен. Нежный гигант сектора – это я, хождение во свете, ведущим к жизни, возможно, если вы последуете за мной. Не нужно ходить в темноте. Господь предупреждает, что на этой неделе Он устранит всякое пагубное воздействие и отсекет любой путь, который может привести вас к гибели, так что готовьтесь. До конца этого месяца вас охватит период прекрасных благ, безграничного спокойствия и небесного желания. В финансовом отношении с вами произойдет что-то экстраординарное, чего вы даже не могли себе представить. Вы получите выгоду от возможностей, которые Бог запланировал для вас. Прежде чем вы это заметите, вас захлестнет лавина прогресса, триумфов и достижений. Вы можете довериться мне, и я принесу вам здоровье и благополучие. Вы сможете почувствовать омоложение ума и тела, а также огромное чувство безопасности. Возможности, которые могут изменить вашу жизнь, уже на пути к вам. Ваше финансовое положение скоро улучшится,
и поэтому вы сможете погасить все свои долги и обязательства. Бог делает это для вас. Если вы откроете свою жизнь Богу, Он будет творить чудеса во всех сферах. Бог меняет вашу ситуацию к лучшему. Помимо благословения вам и вашим близким, это также принесет исцеление от любой боли, которую вы можете испытывать. Вы пожнете плоды еды и питья Господа, посвятив себя восхвалению Его. Болезни будут искоренены среди вас. Я подарю тебе множество благоприятных вещей, таких как совершенное здоровье, радость и глубокое удовольствие, которых ты никогда раньше не испытывал. Богатство, прекрасное здоровье, радость и счастье могут стать вашими, если вы сотворите главное финансовое чудо, начав сезон, наполненный радостью, любовью и большим количеством денег. Следующие 3 дня могут оказаться важными. По словам Иисуса, просмотр этого фильма до конца окажет глубокое влияние на ваше финансовое положение, вашу духовную жизнь и ваши романтические отношения. У меня есть способность превратить твою печаль в радость, твое разочарование в силу и твою печаль в удовольствие. Просто скажи мне, как сильно ты ценишь все, что я для тебя делаю, и тогда ты увидишь, как в твоей жизни произойдут удивительные вещи, дорогая. Давайте объединимся в молитве с нашим дорогим Небесным Отцом. Твоя любовь ко мне была настолько велика, что ты послал Иисуса умереть на кресте и простить мои грехи. Я благодарен и за свой рост, и за вашу любовь. Я ценю твою доброту, твоя любовь ко мне не знает границ. Ему свойственны мягкость, щедрость и милосердие. Во имя Иисуса Христа я прошу вас обильно благословить меня. Благослови моих близких, мое искусство, мой банковский счет, мое физическое и психическое благополучие, а также мои цели и стремления в отношениях. Даруй мне покой здесь и на следующем слушании. Мой драгоценный Отец, я отдаю Тебе свою жизнь. Все мои чувства, идеи и намерения принадлежат Тебе. Я полностью и абсолютно верю в Тебя. Я согласен с Тобой, я обожаю Тебя и уважаю Тебя. Ты мой Бог, и я хочу, чтобы Ты заявил об этом публично. В 2024 году Бог всегда будет со мной и моей семьей. Я уверен в себе, удачлив и нетерпелив. Бог милостив к вам, и до конца этой недели вы получите неожиданную сумму денег из неожиданных источников. Это не будет твоей ошибкой. Исцеление, качественные изменения, награды и чудеса также придут к вам и вашим близким в 2024 году. И если вы действительно захотите принять меня, ваша работа, финансы, здоровье и отношения значительно улучшатся. Знайте, что я способен творить чудеса и даровать вам подходящие вещи, которые исправят ваши разрушенные отношения, восстановят ваше физическое здоровье и откроют двери возможностей. В течение следующих 12 часов подготовьтесь ко многим конкретным вещам, которые я могу вам предложить. Для этого напишите 111. По словам Бога, Он хочет, чтобы вы знали, что Он совершит великие дела и сделает невозможное возможным. Даже когда ты чувствуешь безнадежность, я могу превратить твою печаль в радость и наполнить желанием. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в повторении этой молитвы. Дорогой Иисус, Ты моя скала, и я молюсь, чтобы Ты вернул здоровье моим близким. Сегодня больше, чем когда-либо, я доверяю Твоему Слову.
В этом году я смогу получить любовь, отдых и подлинные вещи, которые действительно принадлежат мне. Чудеса могут случиться именно тогда, когда я этого захочу, и вся моя семья станет лучше. Вы можете думать, что ваша жизнь идеальна, если у вас больше денег, идеальное здоровье, безграничная радость, неожиданные блага и настоящая любовь. Мой дорогой малыш, я осыпаю тебя неограниченным количеством подарков, чтобы ты мог испытать большее счастье и финансовый успех. Не забывайте, что именно я даю поощрения и льготы. Все, что я вам обещал, не подвластно уничтожению, блокировке и удалению. Сохраняйте свою веру сильной. Одного за другим я осыпаю вас благами и чудесами. Моя любовь к тебе безгранична, и мое присутствие всегда присутствует. Всегда помните, что я доброе и милосердное божество. Вы мои возлюбленные дети, и я хочу, чтобы вы продолжали верить, молиться и говорить мое слово, чтобы вы могли видеть знамения и чудеса. Я хочу поделиться с вами 3 вещами, о которых Бог хочет, чтобы вы подумали прямо сейчас. Присоединяйтесь к их лагерю в сложных отношениях, Он будет там, чтобы помочь вам. Есть проблема. Бог уже работает, и вам просто нужно это признать. Какими бы ужасными ни были для вас вещи, Он так или иначе сделает их лучше. Вы и ваши близкие будете благословлены, и Он облегчит вашу боль. Даже когда вы чувствуете, что не можете двигаться вперед, Бог даст вам необходимую силу. Даже если вы чувствуете себя подавленным, Он сделает вас счастливым. Он откроет тебе путь, даже если это кажется невозможным. Вы собираетесь вступить в совершенно новую эру невообразимого богатства, свободы и успеха. Господь обещает, что на этой неделе ваши финансовые ресурсы будут ежедневно увеличиваться, обильно обеспечивая вас, вашу жизнь, ваших близких и даже ваших внуков. Вторая половина следующего дня будет решающей для нововведений и чудес, которые там произойдут. Приготовьтесь получить ответы на свои молитвы. Не исключено, что вскоре крепкое здоровье, богатство и любовь войдут в вашу жизнь проливным ливнем. Вооружитесь чередой триумфов, прорывов и достижений. Ваши благословения будут умножены Богом. Эта неделя иллюстрирует безграничные возможности и изменяющие жизнь чудеса, которые предлагает Бог. Восхождение к лучшему качеству жизни не за горами, так что будьте готовы. Следующие 12 часов принесут увеличение любви, укрепление веры, усиление силы и прилив богатства. Крепкое здоровье, потенциал, обильное богатство и любовь принесут вам огромную радость. Возможно, вы сможете оплатить все свои расходы и освободиться от обязательств. Ваша личная жизнь будет процветать, а финансовое положение улучшится. Бог осыпает вас бесконечными благословениями, здоровьем, любовью и процветанием. Чудо вот-вот произойдет, и вы первыми почувствуете чувство ни с чем не сравнимой радости, превосходящей все, что вы когда-либо знали. Дверь, о которой вы горячо молились, откроется Богом. В ближайшие 7 дней в вашей жизни произойдет что-то необычное. Момент радости, любви и спокойствия станет вашим. Невероятное исцеление произойдет с вами до конца месяца. Возможно, вы уже прошли стадию долгов или болезни. Вы уходите от боли и беспокойства по поводу своей неполноценности,
и попадаете в эпоху восстановления, комфорта и обладания более чем достаточным. Ей-богу, в ближайшие 12 часов вы сможете обрести неограниченное богатство, хорошее здоровье и изобилие. Вы получите огромную радость в виде любви, денег и здоровья. По словам Господа, я дарую вам чудеса, благословения и улучшения, чтобы вы могли добиться успеха во всем, что вы делаете, и полностью раскрыть свой потенциал. Я, надежный Бог, не позволю нечестивым восторжествовать над добрыми, которые надеются на меня. Я достаточно силен, чтобы бороться за вас. В этот момент я освобождаю вас от цепей болезней, бедности и нехватки ресурсов, которые вас сдерживают. Со временем ваша печаль превратится в радость, ваша болезнь – в здоровье, а ваши испытания – в возможности для благословения. Бесценный Божий ребенок, дом вашей мечты, работа вашей мечты, отношения вашей мечты и финансовый успех вашей мечты – все они уже на пути к вам. Каким образом вы не можете себе представить, Бог улучшает вашу жизнь, потому что сюрпризы и благосклонности станут для вас нормой в этом феврале. Вы будете прыгать с удовольствием. По моему мнению, у вас есть потенциал провести остаток недели фантастически. Вы можете быть уверены, что Бог наполнит вас достаточно. От арендатора к арендодателю, от работника к владельцу бизнеса, от заемщика к кредитору. Веря в обещание, что двери, которые ты открываешь, никто не сможет закрыть, поскольку видение твоего славного проявления обретает форму на горизонте нашего пути, мы хотим отдать тебе всю славу и честь. Пусть твое присутствие будет нашим компасом, твое слово – нашим проводником, а твоя благодать – нашей поддержкой на каждом шагу, о Боже. Безопасное убежище и защитный щит – мы возносим к Тебе наше сердце для Твоей постоянной защиты на протяжении всего этого духовного путешествия. Сознавая невзгоды, преподнесенные нам врагом, мы уповаем на Вас, Вашу несокрушимую скалу и верного защитника. Мы просим ангельской охраны вокруг нас, чтобы вокруг нас расположилась армия Твоя небесная, готовая вмешаться в невидимые битвы, которые мы ведем. Даруй нам проницательность распознавать козни врага и мудрость твердо противостоять его замыслам, Господи. Мы понимаем, что путь к продвижению в Царстве часто требует духовной стойкости. Посему мы облекаемся в доспехи, которые Ты даешь нам, облекаясь в истину, праведность, веру, спасение и меч духовный, который есть Слово Твое. Дай нам возможность твердо стоять в день зла, будучи уверенными в том, что победа уже достигнута через Иисуса Христа среди испытаний и невзгод. Мы умоляем Вашу поддерживающую благодать, пусть Ваш мир, превосходящий всякое понимание, охраняет наше сердце и умы во Христе. Пусть надежда, рожденная уверенностью в Вашей верности, станет прочным якорем во времена бури. Господь, дай нам смелости встретить неизвестное с уверенностью, зная, что Ты – Бог, идущий перед нами. Пусть Твой божественный свет рассеет тьму, окружающую нас, освещая путь, лежащий перед нами. Направь нас, Боже, любящей рукой Твоей, чтобы мы не отклонились ни вправо, ни влево. Поскольку мы позиционируем себя, чтобы влиять и формировать, мы молимся Вашей небесной мудрости. Пусть разум Христов будет в нас, позволяя нам мыслить и различать в соответствии со стандартами Твоего Царства. Освободи нас от всякой мудрости, коренящейся в земле, в плотских наклонностях и бесовских силах.
Вместо этого наполни нас мудростью, исходящей свыше, характеризующейся своей чистотой, безмятежностью, добротой и принесением добрых плодов. А милостивый Боже, хранители нашего пути, мы ищем вашего божественного руководства в каждом решении, которое принимаем. Откройте нам глаза, чтобы увидеть возможности, которые вы вложили в нас, и даруйте нам смелость действовать по вашей воле. Пусть наши решения откроют вашу славу и послужат вечной цели, для которой мы призваны. Мы верим в ваш суверенитет, зная, что ваша воля хороша, приемлема и совершенна. Мы уверены, что даже несмотря на неопределенность на этом пути, вы будете верны и выполните все свои обещания. Мы завершаем эту мощную молитву во имя Твое святое и могучее с сердцами, полными благодарности и ожидания. Аминь. С той же непоколебимой преданностью и верой мы сейчас читаем молитву Господню: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле и на небе. Дай нам на сей день хлеб наш насущный. Прости нам преступления наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от зла». Аминь. Возлюбленный сын, любимая дочь, заявляйте, что вы будете упорны, дойдя до конца этих молитв, и вы пожнете все благословения, которые проявятся через них. Напишите в комментариях: «Я от Бога». Знай, что я очень, очень счастлив и горжусь тобой, мой сын, моя дочь. Знай также, что я буду еще более счастлив и горд, если ты почувствуешь прикосновение Святого Духа в своем сердце, побуждающее тебя еще немного оставаться в единстве и общении со мной. Если это произойдет, просто нажмите на видео, которое теперь появится на вашем экране. Я жду тебя.